Всем привет, с вами Александр Бобков, и сегодня у нас обзор автомобиля Nissan AD белого цвета. Так, давайте перейдем к внешнему виду машины, да? Собственно, вот это вот коммерческая версия Nissan Wingroad. Это Nissan AD. Nissan AD. Я не знаю. Ну, кто ездит на AD, может, попадает в рай, не знаю. Ну вот, короче, плохая тема. В общем, тут посмотрите на ее внешний вид. Это 15-е катки, все как надо, ебаный. Только вторая лобовуха, правда, стоит с зимы, но ничего, это так надо. Вообще, вот у нее очень большая линейка двигателей. 1.3 есть, 1.5, 1.8 и дизель 2.2. Здесь стоит самая мощная 1.8, полноприводная, 125 лошадей. На механике очень крутая штука. Я очень был рад, когда узнал, что у нас сегодня 1.8, 125. Можно повдувать. Ну, что-то с ней двигатель как-то не очень работает. Ну, давайте перейдем, собственно, к двигателю. Это жестко хлынько открывается. Вот эта тема. Где-то палка, блядь. Вот она. Короче, здесь стоит 1.8, 16 клапанник. Короче, по двигателю что еще? Он оснащен системой НВК, сменяющей фазы газораспределения, да, ну то есть, чтобы у вас на высоких он не так взвивался, да, двигатель. На низких-то он и так тянет, да. Любой стандартный мотор настроен на низ. И еще также стоит дроссельная заслонка с завихрением, то есть она дает вам эффект, как бы полностью у вас сгорает все топливо, то есть нет не сгоревшего топлива, не уходит никуда, и у вас экономичная езда от этого. То есть очень такой технологичный двигатель на то время был к 2000 годам. Вот, у него применены, то есть катушки зажигания каждая на свой цилиндр, да. Вот такой, ну, собственно, такой вот мотор очень был технологичный в свое время. Он даже где-то в музее вроде стоит там, в японском. Очень такой интересный. Он такой, конечно, немного подразбитый машинка, но ничего так. Ну, давайте вот, собственно, перейдем к ходовке. Так, ну, как я уже говорил, тут стоят 15-е колеса. Ну и Макферсон стоит спереди, это понятно. Минусы я вам уже говорил про минус этой подвески, да, то есть она достаточно дешево в эксплуатации, то есть ее легко ремонтировать, только меняете, блядь, стойки, а остальное уже не так часто меняете. Вот, но зато менее комфортно и менее не так управление, как многорычажка. Сзади здесь стоит пружинная подвеска тоже, ну, то есть, потому что тут полный привод стоит. Тут постоянный полный привод, то есть все очень так понятно просто, да. Ну, как бы просвет для наших дорог, в принципе, достаточный. Ну и, я думаю, проходимость будет неплохая. И в гололед очень удобно ездить в такой машинке. Давайте перейдем, вот раз мы возле багажника, перейдем к вместимости багажника, наверное. Блять, как тяжело открывается. Ну, вот, в общем, такой вот багажник у нас. Тут у нас есть стойка, короче, резинки, хуинки, короче, тосол. Ну, машинка такая, конечно, подбитая уже временем. Рабочая машина же все-таки. Вот. Из минусов говорят, что у них вот не очень сами стойки ходят не так долго, шаровые не очень, рулевые рейки ломаются, блять, там текут, еще что-то такое. По минусам модели. И вот еще мне не нравится вот этот, блядь, эти ебаные фонари, нахуй. Это пиздец. Вот мы Короллу снимали, там были маленькие фонари. Тут они, блядь, какой-то более стильный, нахуй, закос там под новую машину. То есть он уходит вперед, блядь, зализанной линии, вся хуйня. Но она красившая Королла тем, что она не такая квадратная, нахуй. Но я не думаю, что заднее сиденье будет более комфортно, нахуй. Посмотрите. Такая же, блядь, скамейка, как и в Королле. Но, блядь, как неудобно. Пороги высокие. Подголовников нету, бошку можно с шеи ломать, короче, стеклоподъемников тоже нет, ну обшивка тут иначе, обшивка покрасивше, чем в Королле, голого металла не видно. В передней части автомобиля, в общем-то, вот такой вот салончик, да, то есть тоже здесь весло стоит, но вообще вот у Ниссанов есть такая приколюха, вот грузопассажирских версий, да, вот коммерческие, у них вот всегда вот пассажирская дверь всегда оборудуется веслом, а передняя со стеклоподъемником. Вот. Бывает, от комплектации, видимо, зависит, да? Бывает и не во все весы, но я вот в основном видел такие, что вот так бывает, такой конфигурации. Давайте, собственно, перейдем вот еще раз в салон, посмотрим с водительской стороны и перейдем на ходовым испытаниям. Короче, мы сейчас переходим к ходовым испытаниям. У нас сегодня механика, это жестко. Немного свистит гур. Это ничего. Стоит подушка безопасности здесь также. И стоит система, чтобы вы не заводили машину с невыжатым сцеплением, короче.
Так-то неплохо тянет на механике, блядь, солнце светит. Давайте проверим мощность. Достаточно неплохо едет. Спидометр, правда, не работает, я не могу сказать, какая скорость, поэтому ничего интересного нету. Но так очень даже неплохо. Что сказать про шумоизоляцию и ходовые качества? Управление, в принципе, очень четкое. Очень четкое. Полный привод, конечно, на старте помогает, но на скорости затормаживает. И больше обслуги всяких, блять, там, приводов, всякой херни, короче, такой неинтересной штуки, короче. Вот. Зато не так скучно, как в Короле мы снимали. Салон достаточно более интересный, всякие мелочи такие нормальные. Немного так скрипов. Мы вот едем, в принципе, я не так громко разговариваю. И шумоизоляция получше, чем в Короле. И вообще ничего такого не брючит. Потому что, видите, торпеда более футуристичная, салон сам по себе более такой современный, интересный, неплохой. Вот как ее, как семейную машину, еще можно купить. Но сзади все равно комфорта никакого нету. Но в отличие от Королы, тут стоит пружинная подвеска, поэтому тут более комфортно, чем в Короле. Вот, собственно, вот так. Коробка тут достаточно четко переключает. По тормоза забыл сказать. Тормоза хорошие. Сзади барабаны просто, спереди диск, но тормозят машину. Она весит тонну 200. Ну там 1250, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. И ей хватает, в принципе. Что-то я включил, короче. Вот тут только неудобно, клюка высоковато, и вот прямо вот рука у вас сразу на управление печкой, всякой такой херней, поэтому не так, как бы так сказать, не так удобно. Небольшой просчет. Вот. Ну, собственно, вот такая вот у нас машинка. Такие вот, собственно, дела. Вот можете еще раз посмотреть нормальный салон. Как бы. Вот. Но мне, в принципе, понравилось. Хороший этот пластик, не такой твердый. Все не бремчит, не трещит, ничего, все отлично сделано. В общем-то, вот так. Короче, прокатились мы на этой машине. Салон, да, неплохой по сравнению с Королой. Ну, так, в принципе, неплохая машина. Подушки, кондиционер, только стеклоподъемников нихуя нету, один только. Ну, так, ничего, нормально. Двигатель тоже 1.8, в принципе, подрывает, неплохо едет. В общем, на этом стоит закончить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и все, всем пока. Давай, свэк еще.